Здравствуйте, друзья! В эфире канал New Rush World. С вами я, Юрий Гемельфарб. И сегодня у нас в гостях политик, президент Европейской ассоциации ингушей, человек, которого я с гордостью могу назвать моим другом, Ибрагим Льянов. Привет, Ибрагим. Приветствую, Юрий. Слушай, Ибрагим, тут вопрос вот какого плана. Как известно, самопровозглашенный комитет ингушской независимости во главе с неким Ахмадом Аздо, он объявил ни много ни мало о формировании ингушской освободительной армии для борьбы за выход республики из состава России. Я напомню, что 7 января текущего года в Стамбуле был Ахмад Аздо объявил о создании комитета ингушской независимости. Однако, когда издание «Утро Кавказа» попросило его назвать, кто туда вообще входит, Ахмад Аздо сказал, что мы поименно назвать не можем из соображений безопасности. Ну хорошо, ладно, но дело в том, что ты понимаешь, Ибрагим, ты прекрасно знаешь, что мы давно уже занимаемся с тобой проблемами Республики Ингушетия. Ингуши мне люди не чужие, и мне начали поступать вопросы, что это за армия, как в нее записаться, мне задают вопрос. Ты понимаешь, в чем дело? Я пока отвечаю не знаю, но дело в том, что мне лично не удалось найти никакой информации об Ахмаде Аздо. Хорошо, допустим, ладно, окей, он не может назвать людей из соображений безопасности, так и ты не называешь. Но ты открываешь свое лицо, а тебе все известно. Я поэтому задаю первый вопрос. Кто такой этот Ахмад Аздо? Это его настоящая фамилия или нет? Кто он такой, в конце концов? Хорошо. Юра, пользуясь случаем, я бы хотел бы поздравить всех мусульман с окончанием праздника священного месяца Рамадан. От души их всех поздравляю. Также я бы хотел бы поблагодарить в лице тебя всех других конвенций, людей, которые поздравили нас, мусульман, с этим праздником. Большое вам спасибо. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. Но теперь перейдем к этому персонажу. Ахмед Аздо, сам лично я его не знаю. Кто он такой? Я не знаю. Я не встречался с ним, нигде не пересекался. Никогда об этом человеке я не слышал. Мне уже 60, за 60, понимаешь, я о нем не слышал. И его, как вот мне люди сказали, его настоящая фамилия Ахмед Гудиев. Но он сейчас стал Ахмед Аздо. Но это говорят, что это Тейп Аздо. Это Гудиев, фамилия не входит, это Тейп Аздо. Ну ладно, это не самое главное. Самое главное то, что этого человека никто не знает. И какую он независимость там объявил, и мы тоже не понимаем. И какую он освободительную армию создает, это мы тоже не понимаем. И плюс даже вот само название вот этой так называемой организации КИН, да, по-моему, да? Да, комитет ингушской независимости, это аббревиатура, все правильно. Да, ну там в конце надо добавить О. И что получается? Кино. Главный режиссер, постановщик, понимаешь, автор всего этого господин Закаев. Поэтому я их называю кино. Тут при чем? Какое он отношение к этому имеет? Я вообще перестаю понимать ситуацию. Юра, самое прямое отношение к этому имеет Ахмед Закаев. Все. Вот он имеет. Ему говорили, мы его предупреждали, остановись, Ахмед, не лезь в ингушские дела, не лезь. Помнишь, когда начало войны в Украине, когда Россия вероломно напала на Украину, да? Да. Ахмед, есть же видео, это не мои слова, не я это говорю, это он сам сказал, Ахмед. Сказал, что он 300 тысяч чеченцев приведет на защиту Украины. Он же не провел эти 300 тысяч. Это правда, это было такое заявление. 300 тысяч чеченцев он не собрал, и его сами же свои люди послали, потому что его никто не признает. Я со многими общаюсь, никто его не признает.
Понимаешь, как лидера Закаева никто не признал. Но почему-то Украина что-то в нем нашло, я не знаю. Поэтому он понял, что там среди своих нету, он переключился сейчас на ингушей. И плюс вот эта псевдо так называемая, создаваемая какая-то самая горская республика, понимаешь, под верховодством Ахмеда Закаева, понимаешь, и вот он решил вот этим движением подтянуть, вот видите, видно, какие-то кураторы есть, перед кем он отчитывается, вот сказать, что, видите, мне другие нации тоже меня поддерживают, помимо других, на Северном Кавказе меня поддерживают. Но так как я общаюсь тоже с людьми с разных национальностей Северного Кавказа, Ахмеда Закаева никто не поддерживает. Никто. Не, Это... ну хорошо, но ты понимаешь, вот я цепляюсь к словам. Ахмат Аздо, пусть он Гудиев, пусть он Аздоев, не суть. Хорошо, я согласен с тобой, но хорошо, он говорит, освободительная армия. Что это за армия? Каковы их цели? Какова программа? Каковы ресурсы? Кто это финансирует? Если армия, какими они средствами собираются воевать? Что это вообще такое? Такими словами нельзя бросаться, понимаешь? Ибрагим, мы прекрасно с тобой знаем, что особенно на Кавказе к словам относятся очень серьезно. Нельзя бросаться такими словами. Мне присылают письма: Юра, это армия, узнай, как в нее записаться. Я не буду этого делать. Юра, во-первых, в эту армию, так называемую вот эту армию вот этого Аздо, никто записываться не будет, и все берут насмех это. Понимаешь? Это мы видим, за всем этим стоят уши спецслужб России. Сегодня дестабилизация, и чтобы вот там конкретно дальше добить россиян, так называемых россиян, и, понимаешь, это устрашение сделать вот центральная часть России, они сейчас хотят нанести кнут на Кавказе, понимаешь? И для этого эти люди отрабатывают. Поэтому я им не верю. Я не знаю, кто такой Аздой. Может, он какой-то хороший человек, может быть. Я его лично не знаю. Но то, что он сегодня делает, вот эти все его заявления, которые он сегодня делает, по сценарию, по конспекту, который пишет ему господин, вот этот артист Закаев, да, он делает большой вред ингушскому народу, понимаешь? Подожди. То есть ты хочешь сказать, что это назревает дело сети 2.0, дело нового величия 2.0. Дорогие друзья, погуглите, что это такое, хотя я думаю, вы все это прекрасно знаете. Дела чисто были сляпаны ФСБ. Туда пошли молодые люди, которые не пришей, пристебай, вообще просто, ну, ля-ля-ля, болтали. И это тоже сейчас, что ли, получается? То же самое. Поэтому пока я говорю, я поэтому говорю, мы с тобой сколько раз в этой передаче у тебя, сколько раз мы к людям обращались, будьте осторожны, особенно молодежь. И также мы же обращались и к родителям, берегите своих родителей, потому что эти нечистоплотные люди хотят завести в тупик нашу молодежь, понимаешь, нашу республику. Вот смотри, они вот давят на такое самое главное, вот аннексия Крыма туда. А кто против? Я лично поддерживаю 100%, и ты прекрасно знаешь, что как я поддерживаю Украину, да? Я против вот этой войны, я за целостность украинской территории, понимаешь? Да, Россия должна вернуть и Крым, и ЛНР, ДНР, еще там, я не знаю, пол России должны они Украине вернуть. Я за это, потому что мы знаем, если историю взять, глубоко копнуть, они должны. Понимаешь? Но я также говорю, я за выход. Я лично за выход состава России. Я еще раз повторяю, сколько можно им повторять. Но не таким образом, как вот они делают такие заявления. Я за выход состава этой империи. Должна эта империя вернуть нашу территорию слева, справа, вернуть ингушскую территорию, компенсировать ингушский народ, понимаешь? За все те столетия, которые она гнобила, убивала мой народ, понимаешь, и выкачивала у нас все вот эти все ресурсы, которые она с нашей республики выкачивала. И Россия должна компенсировать. Вот тогда мы выйдем. А так, что вот эти громкие слова, мы выходим и там армию создаем. Какую ты армию создаешь? Вот этот вопрос. Что за армия? Ну хорошо, вот если ты что-то создаешь, какие-то ты громкие заявления делаешь, ну покажись.
покажись, покажи, кто тебя. Вот я со всеми здесь, многими, с нашими в Европе ингушами общаюсь, с Турцией общаюсь. Даже в Турции, вот сейчас там, говорят, Турция находится. Там его люди не все поддерживают, там какая-то вот определенная кучка поддерживает, понимаешь? Всего они сейчас будут кричать, вот опять Лянов против независимости. Нет! Хоть они сдохнут, Лянов, за независимость, понимаешь? Но не такую независимость, которую они сегодня навязывают ингушам. И просто самое интересное, посмотри, когда их господин, вот этот артист Закаев, их использовал, понимаешь, помнишь, вот был прямой эфир там в Европарламенте, он сел, и этот Гудиев с Турции там по скайпу там зачитывал конспект, который ему Закаев написал. И после этого, когда в Европарламенте вот эта встреча прошла, все, дискуссия закончилась, на второй день господин Закаев, артист, садится и заявляет на весь мир, этому этносу всего 300 лет, они вот только сейчас одумались, а? Он же явно оскорбил ингушский народ. Неправду, понимаешь, сказал на весь мир. И после этого вот эти ингуши, которые сегодня идут за Закаевым, грош им цена, понимаешь, грош им цена. Как можно идти за этим Закаевым, если за этим Закаевым сам чеченский народ не идет, ему не верят эти чеченский народ. Ты же в сетях находишься, ты же видишь, какой сегодня ажиотаж идет вокруг этого Закаева. Как его грязью поливают. Ну, давай вот в эти дела, это, как говорится, ваши дела, там, ингушские дела, чеченские дела, не в этом дело. Я просто хочу обратиться к тем, кто мне письма присылал с вопросом, как записаться в эту ингушскую освободительную армию. Ребята, не подставляйтесь, не лезьте. Это будет дело сети 2.0. Не лезьте туда. Я понимаю, что мне пишут горячие молодые люди. Я это прекрасно понимаю. Но я вот вам говорю, ребята, ну вот мы на эту тему с Ибрагимом, вот Ибрагим, ну вот опровергни меня, если я говорю неправду, но мы же второй раз возвращаемся к этой теме. 2 месяца, какой 2? 3 месяца назад мы не нашли информацию. Сейчас прошло 3 месяца, опять громкое заявление и опять никакой информации. Нет, молодые люди, вот тех, кто мне присылал эти письма, не лезьте, не подставляйтесь. Вы что, забыли эскадроны смерти, которые устраивал Евкуров? Вы это забыли? Ну, я могу допустить, что вы молодые, вы еще действительно тогда, может быть, это и не помните. Но вот перед вами сидит человек. Вот. Ибрагим Льянов. Ну, сколько, Ибрагим, мы с тобой делали репортажей про эскадроны смерти, которую Евкуров устроил. Было такое? Море. Было. Ну, не суйте голову в петлю. Не надо этого делать, ребята. И вот тогда у меня вопрос, Ибрагим, вот какого плана. Вот учитывая тот болезненный клубок проблем на Северном Кавказе, который остался еще со времен Сталина, вот эта идея, я не знаю, она принадлежит Ахмеду Закаеву или он ее просто артикулировал, не в этом суть. Вот эта идея Горской республики столицы во Владикавказе, ну это крайне опасная идея, она чревата грядущими конфликтами. И в этой вот связи признание Украиной Ахмеда Закаева в качестве главы правительства Ичкерии в изгнании – это что, вот с твоей точки зрения? Это непонимание грядущих проблем или, напротив, слишком хорошее понимание? Вот как ты считаешь? Я на сегодняшний день, вот как бы вот это обидно не было украинской стороне, да, вот как бы им обидно не было, я их в этом отношении я их не понимаю. Что они творят, я не понимаю. Я лично не могу их понять. Такую поддержку им весь мир дает, украинцам, и на ровном месте они вот такие движения делают, я их вообще не понимаю. Я не могу их понять. Понимаешь, и сегодня его возвышать, Закаева возвышать, ну, весь его величество, вот этот народ
сам чеченский народ его не признает. Ну как можно иметь за спиной 1,5 человека и делать заявление, что ты какой-то председатель какого-то правительства, потом ты резко отказываешься от этого председателя правительства в изгнании, и теперь ты хочешь стать лидером какой-то горской республики. Но надо человеку сначала определиться, или ты председатель правительства в изгнании там Чеченской республики Ичкерия, или ты какой-то президент какой-то горской республики. Надо определиться или там, или там. Когда ты погонишься за 2 зайцами, ни одного не поймаешь. Правильно? Не поймаешь ни одного. И вот сегодня господин Закаев побежал за 2 зайцами. За 2 зайцами побежал, но, извини меня, Юра, мы считаем, что здесь он хочет наш народ подставить. Не то, что наш народ, он весь Кавказ хочет подставить. И мы ему не доверяем, не доверяем. Вот лично я ему не доверяю. Раньше я ему доверял, я с ним разговаривал, общался, да, думал, все нормально. Мы его просили, когда он сделал заявление, ингуши, дайте, я буду вас представлять в Европе, в мире, буду за вас говорить. Мы ему сказали, стоп, Ахмед, спасибо. У нас есть свои люди, ингушей море, десятки тысяч ингушей, которые могут говорить и представлять ингушский народ в любой точке мира. Мы ему это сказали. Хотя мы ему это сказали, он все равно, понимаешь, все равно на своем стоит, понимаешь, и все равно продолжает вот эти козни делать. Это очень чрезато, понимаешь, это не хорошее. Поэтому я говорю, вот когда вот эти средства массовой информации Украины, его постоянно пиарят, там, приглашают, хорошо. Вот вопрос же к ним же, вот к этим украинским вот этим журналистам, если они действительно конкретные журналисты и за справедливость, вот сижу я, и таких же много ингушей, обращайтесь к нам, возьмите у нас интервью, с нами говорите, мы им объясним. И тогда правда всплывет, понимаешь? А только однобокая информация, понимаешь, то, что говорит Закаев, он не выслушивает Закаева. Да, Закаев, он, знаешь, у него язык подвешенный, понимаешь? Он артист, он учился для этого, понимаешь? Его сегодня легко используют, а других они, почему меня не приглашают украинцы, а? Я же отвечу, но я отвечу так, не как им надо, понимаешь? Гладко не буду отвечать, а правду буду говорить. А правда сегодня, ты сам знаешь, никому не нужна. Я не говорю за весь украинский народ, я говорю журналистов некоторых, которые вот это делают, искажают информацию. Поэтому не надо использовать чужие народы. Никакая горская республика, никто. Я еще раз вот смотри, самое главное, знаешь, самый корень, знаешь в чем, Юра, корень в чем? Самое, вот покамись, вот на постсоветском пространстве, да, постсоветском союзе, ну, ковш, да, СССР, пока мы, все люди, вот, не искоренят вот эту систему КГБ, вот эта вся проблема будет идти. До сих пор КГБ дирижирует. Она не убита, вот они говорят, там, ФСБ, там, поменяли, нет. Отростки-то еще корни-то остались, понимаешь, Юра? Во всех вот этих республиках корни остались. Здесь в Европе эти КГБшники старые сидят, понимаешь? Пока мир должен, знаешь, суд именно над КГБ. Понимаешь, когда уничтожат вот эту систему КГБ, все. Сегодня Путин и там вот эти чиновники, это все чепуха, понимаешь, вот эти Калиматы, Кадыров, это все зеро, система КГБ, надо ее уничтожать. Вот пока эту систему, вот эту мировую заразу не уничтожишь, понимаешь, порядка в мире не будет. Ну и тогда вопрос такой, вот ты говоришь, что Ахмат Аздо, он действует в связке с Ахмедом Закаевым. Я не прошу конкретизировать, но я знаю, Ибрагим, тебя давно и знаю, что ты врать не станешь. Есть ли доказательства того, что это так оно и есть? Хорошо. Есть и доказательства есть. Мне один представитель ингушской национальности, который входит в вот этот комитет, так называемый, с Австрии, позвонил мне позвонил и говорит, вот он меня сейчас будет слушать, наверное, он мне звонит и говорит, почему, говорит, ты не поддерживаешь вот этот комитет? Я говорю, как что за комитет? Я говорю, я его не понимаю, с чем его едят, кто они такие? Но, говорит, ты, говорит, позвони, говорит, и поговори с ними. Ты понимаешь, это
они что хотят сделать? Я как вот публичная личность, понимаешь, я должен им позвонить, и, знаешь, им вес поднять, узаконить. Потом они сделают запись, скажут, вот Лянов нам тоже звонил, с нами контакт ходил. Понимаешь, что они хотят сделать? Я говорю, стоп, подожди. Потом он мне говорит, почему ты Закаева не поддержишь? Вот он же слушает, наверное, сейчас, послушает. И он меня два раза, первый раз он мне позвонил, сказал, почему ты не поддерживаешь Закаева, чтобы Закаев был нашим представителем. Просто ингуш мне какой-то звонит, понимаешь? Но я-то его не вижу, он через телефон говорит. В Австрии я ингуш, он говорит, я это, понимаешь? Я его тогда отчил, сказал, никаких Закаевых, никаких движений нет. Если ты Закаев, я говорю, вперед, я говорю, становись за Закаем и иди туда, но ингушский народ не трогай. Понимаешь? Юра, скоро придет время, мы это все увидим. Понимаешь, все это всплывет. И самое главное, смотри, вот помнишь, вот недавно вот эта эскалация началась в Ингушской республике, вот там посты отстреляли, Да, там вот это движение. Да, было. Это было старт. Это российские спецслужбы выкрали вот этих ребят, выкрали эскадроны смерти, сделали инсценировку. Якобы там вот война, там пацанята, 20-летние пацанята, понимаешь, они обкружают их, спецслужбы их обкружают, ведут интенсивный бой с ними, и эти же пацанята убивают этих полицейских, понимаешь, сколько там они убили, там сколько ранили, и выходят с этого кольца ночью, ты представляешь, а в деревне это находится в пустыне, понимаешь, ни леса, ничего рядом нету, как, куда они испарились, вот ты мне скажи, это были спецслужбы, свою игру сделали, потом делают якобы какое-то нападение на Чечню, понимаешь? Как Кадыров заявляет, жители соседней республики, Ингушетии, напал на Чечню. Но это же нужно быть настолько тупым, вот эти сценаристы, понимаешь, которые... Это, чтобы кто-то пошел на Чечню сегодня, нападет. Один человек нападет на Чечню, будет воевать, бой вести, а? Но это просто было, знаешь, сценарий, отработанный сценарий. Все готовится к тому, я еще раз говорю, ингуши, все идет к тому, чтобы вас ликвидировать, хотят республику ликвидировать. Все идет к этому. Почему? Потому что сказать, вот эта республика, которая находится в составе вот этой империи, она недееспособна, она банкрот, и в этой республике находятся террористы, которые не дают соседям жить нормально. Вот это клеймо лепят на ингушей, и потом хотят нас просто расформировать, республики нету. Все идет к этому. Это заветная мечта наших соседей, понимаешь, слева и справа. Сейчас они начнут там грязь поливать, но это факт, это неопровержимый факт этому, понимаешь, что все идет к этому. Потом потом один вот здесь сидят, вот ты видел, блогеры там миллионы получили, там якобы какого-то Кадырова там развели на бабки туда-сюда, и один этот садится и на весь мир заявляет, вот ингушские киллеры мне заплатили деньги, которые хотели меня там туда-сюда. Опять на нас пятно ложат, понимаешь, на весь мир, вот ингуши в Европе сидят киллеры, понимаешь? Специально очерняет мой народ это, а эти вот эта биомасса, которая поддерживает Закаева, вот этих наших соседей, которые им идут стали в кроличью стойку и делают то, что они говорят, это враги народа, понимаешь? Они первые враги народа. Вот в чем дело. Ведут народ к истреблению. Не нужна нам вот это, понимаешь, вот это так называемое, вот это, как его сказать, как это лучше, я уже и русский язык потерял. Ну не нужен нам вот этот сценарист, понимаешь, он не нужен нам, вот это, ни Закаев, ни вот это кино, понимаешь, кино, вот эта организация кино, освободитель, армия. Юра, смотри, вот посмотри сегодня, давай реально будем подходить. Сегодня весь Запад против России, правильно? Россия сегодня, говорит правду, если кому-то не понравится, мне наплевать. Сегодня Россия воюет со всем миром, Запад воюет с Россией, правильно? Война идет. Снабжение, это если так, оружие туда-сюда. И сегодня взять какая-то, смотри, Татарстан вот намного больше ингушей. Все вот эти соседние республики намного больше ингушей, экономически больше. У всех у них армии есть, уже в данный момент есть. И Северная Осетия армия есть. В Чечне армия есть, везде у них свои есть армии. У них финансы, все есть. Главное, все молчат,
Самый банкрот, который загнали в банкротство, короче, уничтожили, приутюжили, всю молодежь отстреляли, кого надо, пересадили, и они сегодня такие громкие заявления делают. Это заява лично спецслужб России, я так считаю, что за всем этим сидят уши российских спецслужб. Ну и тогда в заключение вопрос, Ибрагим. А как сами ингуши относятся к происходящему? Я понимаю, ты не можешь провести социологический опрос. В тоталитарном обществе социология не работает. Но на Кавказе, как говорится, секретов не бывает. Как Хорошо. твои земляки относятся к этому? Хорошо, я отвечу. Насчет первого, возьмем сначала с Украины начнем, а потом я скажу. Украину, если не взять вот этих наших манкуртов, национал-предателей есть, вот чиновников некоторых, вот эту категорию если убрать, а так, если их за людей не считать, то 100% ингушей поддержит украинский народ. Я смело заявляю, вот ложа руку на сердце, говорю 100%. Но любой нации есть отброс, правильно? Пубель, мусор есть, любой нации. Поэтому вот это какое-то маленькое энное количество мы не берем за нацию. Нельзя ты брать, понимаешь? 100-200 человек это не нация, правильно? Согласен со мной? Но 100% ингуши поддержат украинский народ, потому что украинцы защищают свою территорию, свое государство, свой народ. Понимаешь? Мы это полностью на стороне этого. И то, что вот насчет вот этого заявления, вот это АСДО, вот это мышиное движение, вот эта возня Закаева в этом отношении, там вот эта Горская республика, категорически, опять же, также говорю, не приемлют, ингуши их не поддерживают. Никто не поддерживает. Почему? Потому что люди, знаешь, люди будут поддерживать тебя, когда ты вот так сядешь открыто, вот как ты, как я, да? Сядут и скажут, вот я такой, я вот это хочу, я вот это хочу, я вот это хочу. Да, сегодня сидеть и говорить, да, это небезопасно. Конечно, небезопасно. Если ты боишься, зачем ты взялся за это тогда, если вот ты боишься? Тогда не надо браться. Если ты трус, останься трусом, продолжай копай картошку или на базаре семечки торгуй. Это политика, мой друг, политика. Если ты берешь на себя такую ношу и хочешь быть лидером ингушского народа, любого народа, не то что ингушского, любого народа, ты должен открыто действовать. И кто за тобой стоит? У тебя какие есть сегодня возможности есть? У тебя какую-то армию создать? А? Один создавал 300 тысяч, хотел в Украину загнать, не посул, какие 300 он 30 человек не набрал туда, а? И эти сегодня какую-то армию создают. Юра, это... Не хочу, просто еще праздник сегодня, понимаешь, я выражаться не хочу. Но я просто знаю, что хотят ингушей поставить. Поэтому, пользуясь случаем, я хочу опять же к ингушам обратиться. И к старшим, я ради Всевышнего вас прошу, не поддавайтесь вот на эти удочки, не поддавайтесь, берегите свою молодежь. Те, которые живут в Ингушетии, те, которые сегодня здесь в Европе, там, в Турции, в других странах, берегите свою молодежь, не поддавайтесь, не смотрите, эти люди, они выполняют свою работу, понимаете, они на работе, они за это бабки получают, деньги, поэтому у них, они, или еще другое, где-то их на чем-то взяли, они в безвыходном положении отрабатывают, спецслужбы на них сидят. Поэтому берегите своих детей. И самое главное, прошу всех родителей, если ваших детей воруют, афишируйте сразу. Афишируйте, понимаете, когда вы молчите, когда вы не говорите правду, и этим воспользуются спецслужбы. Понимаешь, о чем я говорю? Вы понимаете, о чем я говорю? Афишируйте, дайте, чтобы люди, весь мир узнавал, что ваших детей похитили. Почему? Потому что они сегодня, когда ваших детей похищают, завтра мы узнаем, там террорист напал, там убили, потом на вас лепят клеймо, на вашего ребенка лепят клеймо, что он террорист, вот мы его при задержании ликвидировали. А мертвый же говорить не может, Юра, правильно? Мертвый не может говорить. Поэтому и вы потом под давлением вот этих спецслужб, под давлением некоторых чиновников, вы начинаете садиться на камеру и отказываться от своих детей. Неправильно. Вы сначала разберитесь. Узнайте достоверную информацию, а точно 100% узнаете, если ваш сын действительно какой-то подонок, это другое дело. Но так садиться,
без никаких, без баз, без доказательной базы взять, сесть на камеру, отказаться от своего ребенка, я считаю, это кощунство, это подло с вашей стороны. Поэтому будьте мужчинами, не отказывайтесь от своих детей, защищайте своих детей, смотрите, куда ваши дети ходят. Вот это я им хочу сказать. Понимаешь, Юра? Ведут людей к этому ажиотажу. Поэтому я прошу вас опять, если я кого-то там словом или еще чем-то делом зацепил, я прошу заранее извинить. Но накипело. Я просто не хочу, чтобы мой народ пострадал. Мы страдали, сколько лет мы страдаем. Не надо нам это. Мы можем по-другому это сделать. Сегодня у нас, у ингушей, нету такой поддержки. Эй, вы же помните 92-й год? Кто вас поддержал? Вспомните 92-й год, кто нас поддержал? Я вот в 92-м, после 92-м году, я поехал в Баку, пусть люди знают, я поехал в Баку, почему? Потому что в Баку много посольств было, правильно, Юра? Я во все посольства обратился, каждое посольство в Баку заходил, обращался по 92-му году, никаких движений. Мне знаете, что отвечали? Это внутренние дела России. Вот так к нам отнеслись в 92-м году, когда мой народ убивали, сделали этническую чистку, во главе с впереди шла российская армия, когда нас утяжила, сзади шли наши осетины, соседи, понимаешь, этническую чистку нам когда устроили. Вот так мне заявили. Понимаешь, я это открыто могу, доказать это могу. У меня есть доказательная база, что я обращался во все эти посольства. Также здесь, в Европе, вот они сидят, вот какой-то через скайп выступление Европарламент, этот Аздоев сделал, а ему Закаев там какой движение. Да я вхож этот Европарламент, сколько раз я туда. Многие же люди знают, какой я вхож туда или нет. И Европейская комиссия, Совет Европы, Европарламент. Везде я эту систему наизусть знаю, Юра, что к чему. А? Понятно. Ибрагим, Поэтому я говорю, я закончу. Я почему говорю? Поэтому я говорю, не идите на поводу на кого-то, понимаете? Вас используют. Ингуши вас используют. Не то, что ингушей. Жители Северного Кавказа хотят использовать, чтобы нас поутюжили. И самое вот последнее, Юра, самое интересное, я еще что хочу. Вот смотрите. Вот некоторые там умные головы, которые кричат, надо пойти украинцев убивать, воевать туда-сюда. Грош вам цена. Почему я вам отвечу? Я за свои слова отвечаю. Почему вам грош цена? Вы посмотрите, в Москве что с вами вам сделали, когда вы захотели мечеть построить в Москве? Какая реакция была у жителей империи, когда вышли, митинговали, когда вас послали, когда вам не разрешили мечеть на этом участке сделать, Вот. Посмотрите, что с вами делают, Вы на улице молитесь, когда вот пятницу, или какие-то праздники, вы где находитесь? Под дождем, под снегом, под ветром, под холодом. Вы на улице, вам не разрешают мечети даже строить в Москве. Хотя это же Украина, посмотри, у них сколько мечетей. В этой Европе посмотри, сколько мечетей. Никто против мечети. А вы сегодня за этих идете еще умирать? Умирать? Помимо того, что вы сами умираете, вы еще уйдете убивать невинных людей. Вот это самый большой грех и самый большой позор. Осознайте, за кого? Вы сегодня вот разменная монета. Понимаете? Вы разменная монета, вас используют. Вы просто мясо, понимаете? Вас отправляют, утюжат. Почему Путин, вот эти Москва, москвичи, пусть они идут воевать, которые вам сегодня запрещают строить мечети, которые игнорируют вас, когда вас, вы же, я извиняюсь, вы вчера кто были, когда, в этой России, вам же прописку не делали, вам же квартиры даже не сдавали в Москве, вас как только не называли, помните, как вас называли, лицо кавказской нации, национальности, вам новую нацию давали, к вам небрежно относились. И вы сегодня, после всего этого, проглотив это все, вы идете за эту империю воевать, умирать и убивать людей. И тем более захватывать чужое государство. Кто вам такое дал право? Вы сейчас скажете, что вам Вова Путин дал? И вы же все богобоязные. Бойтесь Всевышнего. Путин такой же двухногий, как и я, как и вы. Он Всевышний судья, а это все мясо. Поэтому вы говорите, вот, надо Всевышнего. Вы не боитесь, вы Вову Путина больше боитесь, идете умирать. И вот там еще вышла статья, дальше новый закон вышел.
за оскорбление чиновника, ты, по-моему, в курсе, да, этого закона? Там собираются сделать закон за оскорбление друзей чиновников, друзей силовиков. А, друзей силовиков? Да, да, родственников и друзей. Вот даже как. Ну хорошо, тогда я первый буду, который эту статью получу. Я плевать хотел на вас, на всех, кто поддержит вот этих силовиков и кто пошел убивать вот это мирное население Украины. Я плевать на вас хотел, на всех этих чиновников, на всех этих друзей. Лепите мне первому статью, я выдержу это. Понятно. Ибрагим, спасибо огромное за интереснейшую беседу. И в заключение я хочу поздравить и тебя, и твою семью, и всех ингушей, моих дорогих людей, всех мусульман с окончанием праздника Ураза Байрам. Я по Саратову помню, вот не дай бог, ты в Ураза Байрам пройдешь мимо дома, где живут татары, мусульмане. Тебя за шкирку схватят, принесут, втолкнут, накормят до отвала. Потрясающие люди в этом отношении. Вот. Да-да. Юра, нету, знаешь, нету плохой нации, нету плохой религии. Есть плохие люди. Да. Понимаешь? Есть плохие люди. Даже вот у нас, вот у мусульман, вот даже у нас ингушей, понимаешь, вот эти спецслужбы, российские спецслужбы, именно с подачи вот этого 12-го почтового ящика зама оленевода, вот это Евкуров, он пустил против меня вот такую информацию, они сделали голосовой сброс, понимаешь, монтаж, там, движение сделали, якобы я оскорбляю чувства там ингушей, но у нас там течение делается, понимаешь, что там есть хаджимуруди, там элатуп есть, которые без этого, без вирдов, понимаешь, якобы я их там оскорбляю, понимаешь, якобы я против них выступаю, вот это было сделано спецслужбой, и многие клюнули на это, понимаешь, вот Лианов сидит, чувства этих мусульман оскорбляет, а теперь я им отвечу. Какой бы ты линии не придерживался, я обращаюсь к ингушам, Хаджимурт, Элатуп или там Безвирда, если ты не против моего народа, не подставляешь мой народ, ты мой брат. И если ты вот из этих течений, о которых я говорю, если ты враг моего народа, если ты подставить хочешь мой народ, то ты для меня подонок. Этим все сказано. Согласен. Я присоединяюсь к твоим словам, Ибрагим, и тоже хочу сказать молодым людям с Северного Кавказа, вне зависимости от национальности, вообще всем россиянам, что вам плохого сделали украинцы? Не ходите воевать на Украину, против Украины. Не надо этого делать. Не ходите в Украину. Они защищают свою землю, а вы оккупанты. И посему, конечно же, слава Украине! Героям слава, слава Украине, слава всем свободным народам, всем угнетенным народам, слава всем, кто стоит за справедливость. Полностью поддерживаю. Но я, как всегда же напоминаю, друзья, выводы делать только вам. Подписывайтесь на канал Нюрашворд и до встречи.